Сейчас у нас микрофон в руках Адама Хадзиева, начальника отдела по взаимодействию с правоохранительными органами Совета Безопасности Республики. Я полагаю, в этом сюжете для вас ничего нового нет, вы с этим работаете постоянно. Вы согласны с тем, что вот вербовщики ищут тех, у кого нет вот ярко выраженных корней или интересов в жизни? Да, конечно. Вербовка, она идет. Стараются вот этих молодых людей завлечь посредством интернет-ресурсов. Благо телефон у каждого, да? Да. И начинается, как вот мы смотрели, переписка. Вот если посмотреть вот нападение вот на этот ДПС, да, семьи вот этих вот Мизиев был, да, вот раньше, который нападал, у него семья вроде в разводе, отца нету, мать там одна, вот. Здесь тоже нападавшие, тоже как бы из неблагополучной семьи, да, там какие-то ссоры, скандалы, и на этой основе молодой человек, он где-то психует, и в это время, значит... То есть, если предположить возможность вербовки, вот заход какой-то мог быть. Да, вот давайте мы тебя успокоим сейчас, а ну, садись, ну и так далее, идет обработка. Вот. Этим пользуются. И, к большому, к сожалению, вот эти молодые люди, они идут на поводу этих людей. Вот если вспомнить начало 2000-х годов, и сейчас, вот если сопоставить, промониторить, благодаря органам государственной власти и с помощью взаимодействия с правоохранительными органами, вот эта вот террористическая преступность, она у нас спала. Но сейчас есть единичные случаи. И вот данный момент, вот, который был в воскресенье ночью, нападение вот на пост ДПС, это тоже единичный случай, но, я скажу, организованный. Потому что один человек, два человека, это... Не спонтанно. Да, не спонтанно, это было организовано все, это было видно. Вот. Но, я думаю, следственные органы с этим разберутся. Круг этих людей, общение этих людей, куда они ходили молиться, с кем они общались и так далее. Я думаю, оперативная схема отработана, да, покажет. Это все в ближайшее время, я думаю, это все будет раскрыто. И виновные, которые думают, что они уйдут от этого. Организаторы, которые в теме, организаторы, да, я думаю, они не останутся безнаказанными. Мы потеряли нашего брата, земляка, погиб у нас сотрудник. Вот. Эти ребята, они выбрали путь сотрудник правоохранительных органов. Это настоящие бойцы. Эти люди, это ребята, которые до конца выполнили свой долг и были верны присяге. Завтра мы отмечаем тоже день памяти сотрудников правоохранительных органов. Да. И семьям большое спасибо за то, что они не струсили, не убежали, не отвернулись, а до конца выполняли свой долг. И тут любопытный момент, на самом деле, как раз если говорить о сотрудниках ДПС. Вот по всему Северному Кавказу и по Ингушетии тоже. Сколько задержаний, на самом деле, сколько предотвращенных именно начиналось с поста ДПС. И у нас здесь, вот если вспоминать, по-моему, Икажевская бандгруппа, большинство из них были ликвидированы, опять же, в перестрелке с бойцами ДПС. И так далее, и так далее. В Ингушетии ДПС – это не просто человек с жезлом, на самом деле. Вот огромное количество ведь именно перестрелок проходит именно через них. Вот они барьером встают. И да, ребята, когда идут туда работать, они ведь знают. Они знают, очень запросто может быть, просто из проезжающей машины сколько раз было по ним стреляли. И вот, смелые ребята. И вот как вот в этом сейчас ролике мы смотрели, если вот эти вот не люди, я их назову, они идут ради славы, денег, то здесь уже обратная сторона. Здесь ребята, они идут защищать свою землю, защищать свою республику, свою родину. Они знают, на что идут. Вот. Еще один момент, вот мы как раз говорили о вербовке, да? В какой-то момент вербовщик, ну, грубо говоря, ломает своего подопечного. Вот этот момент хотелось бы лишний раз к нему подойти. Ведь если бы тот молодой человек, которому вот какие-то посулы хитрые начинают в интернете, если бы подошел в этот момент, я не знаю, к родителям, да, к имаму своему,
к любому старшему. Наверное, это ведь бы вербовки потенциально могло бы не быть. Вы согласны с тем, что в какой-то момент они просто не обращаются к тому, кому нужно? Вот на моей практике очень много случаев, когда молодой человек приходил домой и своему отцу, ну, он единственный у отца сын, Так. это реально, говорил: папа, вот там райские сады и так далее, и так далее. Вот. Обещают А мне. кто тебе сказал? Вот там на улице, там ребята собрались, и мне вот это обещали, да. Так. И он говорит: ладно, хорошо, вот в Сирии идет война, у них своя армия, у них свое государство, своя территория, армия и так далее. Они воюют за свою землю. А если ты поедешь туда, кто будет защищать меня и мать? Вот ты едешь туда, а здесь кто будет защищать? И тогда он осознавал, потому что вот то, что вот отец с ним пообщался, это уже как бы был противовес тому, что ему говорили на улице. Этого оказалось достаточно, Да, чтобы это он не достаточно. попался на Поэтому крючок. вот эти ребята, которые совершают вот эти террористические акты, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, у них нету ни отцов, ни матерей, ни сестер, нет у них. Они есть как бы физически, есть, но их нету, они не могут, они не советуются. По-настоящему. Да, они с ними не советуются, не говорят: вот отец там или мать, вот так и так, вот у меня такая ситуация сложилась. Психологически вот. И, конечно, улица... Ну, какой-то часть. Да, грубо говоря, улица их подбирает, вербует, отправляет. Есть много случаев, которые ребята потом осознали и вернулись. Я фамилии не буду называть. Да, они вернулись, адаптировали их. Они вернулись в Сирию. Опять поехали туда, да, их обманули. Они вернулись, здесь их власть адаптировала. И сейчас этот парень работает, трудится и на благо своей республики. Он сохранил жизнь, его мать рада этому, отец этому рад, он Выход здоровый, есть. живой. Если нет крови на руках, выход есть. Да.